Добрый вечер, уважаемые зрители. Это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Университеты и развитие геостратегических территорий Российской Федерации. Так называется большой научный форум, который прошел в Якутске в конце прошлой недели. Его основными организаторами, наряду с нашим Северо-Восточным федеральным университетом и правительством республики, выступили Федеральное министерство образования и науки и Российская академия наук. О значении Якутии в геополитике, о месте нашей республики на научной карте страны мы поговорим с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти. Для нас вообще, для научного сообщества и в целом для всей республики большая честь, что вы к нам приехали. Давайте так слегка начнем с первых впечатлений. Что вы вчера успели посмотреть? Я давно мечтал приехать в Якутию. И даже, надо сказать, несколько раз не сдержал свои обещания, которые я давал и ученым вашим, и руководителям республики. Но все-таки надо обещания выполнять. И вы знаете, я сейчас здесь второй день в разговорах, в общениях с своими коллегами, с руководителями республики. И, конечно, у меня много впечатлений. И впечатлений очень интересных. Для меня я готов поделиться этими впечатлениями. Ну, одно из самых ярких, я так понимаю, это посещение музея Мамонты. Да, казалось бы, вещь, наверное, более-менее даже и банальная, потому что в земле, в недрах Якутии чуть ли там не до 80-90% всех остатков мамонтов или остатков всех мамонтов, которые на Земле сохранились, и поэтому мамонт в этом смысле некий такой вот символ Якутии. Но очень интересно, что вот сейчас это не просто какие-то вопросы праздного любопытства, там, посмотреть, где эти мамонты, потрогать, там, подивиться действительно сохранности. А сейчас очень много интересных научных вопросов, именно связанных с реальным восстановлением вот тех форм жизни, которые были до нас за десятки тысячелетий. Раньше это был просто вопрос такой фантазийный, можно было помечтать и написать какое-нибудь там фантастическое произведение. Но теперь это по существу является нормальным таким предметом деятельности современной биологии, я бы даже сказал, медицины. И есть уже очень интересные результаты по восстановлению таких растительных форм жизни, когда те семена, которые пролежали в вечной мерзлоте тысячелетия и десятки тысячелетий, действительно оказалось можно использовать для того, чтобы вырастить в наших условиях соответствующие растения. И я знаю, что у вас очень интенсивно здесь имеется сотрудничество интенсивное с сильными научными институтами, в частности, с академическими институтами в Пущино под Москвой. И вот совместная деятельность этих коллективов привела к тому, что сейчас мы просто можем наблюдать за той травой, которая у нас в природе не было, но мы восстановили ее после того, как нашли и оживили семена, пролежавшие больше 30 тысяч лет. У вас здесь, в вашей вечной мерзлоте, это, конечно, страшно интересно. Все вот эти вот фантазии и любопытство, они уже становятся реальностью. Но, конечно, главный вопрос, который всех интересует, живые клетки, клетки животных. Пока результатов такого восстановления, последующего клонирования нет. Много ведется обсуждений, с чем бы это могло быть связано. С научной точки зрения, по-видимому, одно из простых объяснений сложности сохранения жизни в течение тысячелетий связано вообще с условием попадания вот в это замороженное состояние. Известно, что когда вода, мы с вами там в очень большом проценте нашей плоти состоим из воды, при замерзании, при обычном, так скажем, замерзании, при медленном замерзании, вода превращается в кристаллы льда, и при этом удельный объем возрастает. Это означает, что биологические молекулы находятся в таком
режиме, что ну, происходит разрыв различных связей, и это становится фатальным с точки зрения уже последующего, после разморожения, восстановления. Но вот почему-то с растениями это получилось, и это очень обнадеживает. Вот. Конечно, можно говорить сейчас ведь не только о клетках, а сейчас есть технологии просто такие вот работы уже с ДНК, с РНК. Более того, современные технологии даже позволяют любую соматическую клетку превратить в такую плюрипатентную клетку, такую недифференцированную, находящуюся на ранней стадии развития. Знаменитая технология iPS, наверное, лет 12 всего этой технологии, которая сейчас покорила весь биологический мир, и это как раз технология возвращения клетки в менее такое дифференцированное состояние, такое состояние, из которого она может продолжать развиваться по разным вот таким вот каналам. Это, наверное, это одно из пока главных открытий науки 21 века. Но вот в отношении как раз таких клеток замороженных и размороженных, может быть, здесь тоже можно будет применить вот эту вот технологию, если действительно удастся найти сохранившуюся клетку, ну, такую обычную клетку, соматическую, то, может быть, с ней можно работать определенным образом, чтобы возвращать ее в состояние, когда из нее могут дальше вырастать различные типы клеток. Ну, то есть мы можем сказать, что президент Российской академии наук допускает, что у якутских ученых получится клонировать мамонта? Я думаю, что, наверное, так, если честно говорить, может быть, не у якутских ученых, но якутские ученые могут и должны принять участие в международном научном разделении труда, которое нацелено именно на такой результат. Ну и поскольку вы, как бы, собственники всех этих мамонтов вот этого экспериментального материала, то без вас тут не обойдешься точно. Ну, то есть вы в клонировании, Вот в принципе, верите, что оно возможно? Но ученые всегда первые их свойства, они всегда сомневаются. Да? Да, это да, очень да. сильные свойства, которые, кстати, не очень нравятся власти. Я имею в виду, всегда не нравилось. Любой власти. Любой власти. Да. Но, собственно, для этого ученые-то и нужны власти, поскольку они могут ставить под сомнение и помогают трезво ценить. Как раз это и очень серьезный такой функционал ученых производить объективную экспертизу того, что делается, особенно связано с таким научно-технологическим развитием. То, что по факту уже доказано с растениями, это, ну, то, что это вселяет надежду насчет планирования мамонтов, это первое. И второе, действительно заставляет подумать о том, в каких условиях вот эти вот остатки мамонтов найдены, в каких условиях наиболее интересны для того, чтобы проводить с ними вот такие вот эксперименты. Это факт. То есть здесь есть очень такое интересное развитие, которое действительно заставляет, ну, не то что поверить, а дает уверенность в том, что этим надо заниматься. Александр Михайлович, ну вот говоря об уникальности нашего региона в научной точке зрения, да, вы упомянули опять ресурсы, холод, вечную мерзлоту, но, честно говоря, я хотела услышать о нашем человеческом и научном потенциале, ведь у нас столько уникальных институтов, тоже институт космофизики, вот вы сейчас сказали, что поедете в Тикси, там вы посетите лабораторию научную этого института, институт мерзлотоведения, институт мамонтов, в котором вы были, вот об этом что-то хочется услышать, о уникальности наших ученых. Дело в том, что в Якутии вот таких вот сфер, что ли, в которых это можно делать, где получается новое знание, интересное знание, и есть возможности и потенциал его быстро транслировать в результаты, много. И в этом регионе есть уникальные возможности для того, чтобы это делать. Я приведу пример, давайте возьмем, скажем, два примера. Первый пример – это ваши запасы, если речь идет о минерально-сырьевой базе. Они огромные. Во-первых, территория огромная, а во-вторых, ну вот так устроена
геологическое строение Земли, что здесь очень много всего. Больше, чем у всех, это точно. Причем это не только традиционные там золото и алмазы, это действительно стратегически важные новые компоненты. Я имею в виду, прежде всего, редкоземельные различные металлы, которых здесь у вас очень и очень много, но они по разным причинам они не добываются. Они не добываются, и встает вопрос, почему. Может быть, они недоразведаны, может быть, не совсем эффективно выстроены взаимоотношения с инвесторами, может быть, координации этого процесса со стороны власти не хватает. Но совершенно очевидно, что это просто кладезь. И когда мы говорим именно о таком передовом развитии на рельсах научно-технологического прогресса, это фактор, который мы обязательно должны использовать. Когда я говорю по-новому, это значит с учетом новых возможностей разведки, новых методов оценки вот этих залежей полезных ископаемых, их количественного и качественного состава. Они действительно, похоже, готовы прийти сюда и начать очень интересные проекты, не по традиционной, так скажем, не по традиционной добыче старыми способами, а вот в соответствии с такими новыми подходами. У нас и технологий обогащения, получения редкоземельных элементов не очень много в стране есть. Есть отдельные точки предприятия, где это умеют делать, они расположены далеко, встает логистика, вопросы логистики, как транспортировать руду на большие расстояния. То есть это все еще подтягивает вопросы переработки, то есть вопросы вот этих вот переделов из-за сложности логистики. Я бы, может быть, даже и привел пример, с одной стороны, традиционных, с другой стороны, сильно нетрадиционных полезных ископаемых, это импактные алмазы. Вы здесь, ну, надо признать, что не только вы, но и ваши соседи красноярцы, поскольку вы делите это месторождение попегайское импактных алмазов. Это, вы знаете, вот даже с научной точки зрения это просто красиво. Потому что мы знаем, что вот есть такой химический элемент углерод, да, это сажа, а с другой стороны это алмаз. Все зависит от кристаллической структуры, то есть от того, что, собственно, происходило с этим там графитом в различных процессах его преобразования. Да, человечество производит технические алмазы. То есть человечество научилось помещать этот графит в состояние высоких температур, высоких давлений, когда фаза, когда, так сказать, с точки зрения физики, такой энергетически выгодной фазой является алмаз. Ну, это, так сказать, торжество человеческого разума. Вот мы научились сами делать это. Алмазы — это не в каких-то сложнейших условиях где-то в глубине Земли, которые мы повторить не можем. Но в лаборатории мы научились создавать условия, когда из графита у нас получается алмаз. Но это алмазы технические, которые тоже очень нужны. Это не ювелирные алмазы, а технические алмазы, благодаря которым создаются новые абразивные элементы и происходит обработка всего самого твердого, потому что технические алмазы — это твердые, самые твердые из твердых. Поэтому это абсолютно необходимый компонент для современных технологий. Значит, что получилось? Сейчас производство технических алмазов, оно монополизировано Китаем. Китай производит в год где-то 16-18 миллиардов каратов. В России, к сожалению, производства нет. Ну, здесь, наверное, можно сожалеть не только об алмазах. У нас многие производства оказались потерями. У нас производства технических алмазов фактически нет в стране. Хотя в плане вот, промышленности обработки материалов это крайне необходимо. Но в результате мы все импортируем, все завозим. Так вот, что такое попегайское месторождение? Это, грубо говоря, технические алмазы, в нашем исполнении не ювелирные, но которые созданы не человеком, а созданы самой природой. Вот этот метеорит с диаметром там, 7 или 8 километров упал 3,5 миллиона лет назад на территорию, по которой потом оказалась Якутией и Красноярским краем, создал кратер размером, диаметром там около 100 километров. И вот в этот вот момент взаимодействия с Землей
На счастье, там оказалось много графита. В результате вот в этих уникальных условиях, которых никогда больше на Земле не было нигде, вот эта комбинация того, что Графит, огромная метеорит. концентрация энергии, быстрое падение, то есть это очень быстрые процессы, высокоэнергетические. И еще тут графит оказался. Вы... Все совпало, да. Такое случилось. Ну, слушайте, это вообще красотища, да? Вот оно, вот матушка природа, еще до того, как мы, умные люди, придумали производство технических алмазов, уже сама это сделала. И очень интересно, что технические алмазы, которые в Пегайском месторождении, по-видимому, ну это показано в результате таких предварительных исследований, оказались по своим, ну так скажем, прочностным характеристикам. Вот то, что нужно для создания абразивов, оказались лучше, чем технические алмазы, которые делаются в лабораториях. И это вполне можно допустить, потому что там создавались, очевидно, совсем другие условия превращения графита в алмаз. То есть здесь все как бы в мышлении научном сходится, что это, по крайней мере, может быть так. А дальше надо исследовать. И для того, чтобы исследовать, по крайней мере, нужно взять приличное количество килограммов. Мы сейчас обсуждаем, что надо бы, там, скажем, килограммов 200 этих алмазов импактных, для того, чтобы их уже использовать как покрытие, такие абразивные для различных инструментов, и проверять действительно, насколько это лучше. Если это так, как сейчас следует из предварительных экспериментов, то, ну, по крайней мере, на несколько десятков процентов, по крайней мере, увеличивается стойкость инструмента. Это гигантские рынки. Конечно, Якутия — это очень суровые условия добычи, транспортировки, отсутствие энергии, нужна же энергия. Но в целом сейчас вот это вот воспринимается как то, что это можно сделать. А сама грандиозность вот этого месторождения и возможность того, что это большой, серьезный современный бизнес, вот сейчас, ну, поставлены в повестку дня. Хорошо, Александр Михайлович, вот смотрите, отвечая на вопрос о геостратегическом значении Якутии для науки, да, вы привели два примера, и они опять связаны с полезными ископаемыми. Но полезные ископаемые, они у нас были как бы из советских времен. Было понятно, что у нас вся таблица Менделеева здесь, да? Как бы ничего нового. Давайте про новое. Я готов поговорить про новое. Даже не буду говорить о каких-то совсем, вот с чем мы начали говорить, там про медицину, про биологию, но это тоже заведомо важно. Наверное, нужно проговорить про новое, но которое тоже связано с уникальными характеристиками вашего региона. Не полезные ископаемые, но холод. Холод, можно было говорить, там царство холода с содроганием. Но сейчас надо говорить, что холод — это ваше огромное достояние, потому что с холодом связаны новые технологии. Мы с вами начали говорить о мамонтах. Разве это не есть вот как раз продукт холода, да, возможности холода. Да, возможности холода. Поэтому вот такие технологии, именно связанные с холодом, они потенциально, это то, что здесь должно развиваться. У нас есть криохранилище там под Питером в институте Вавилова, есть криохранилище где-то на Кубани, криохранилище, я имею в виду такого растительного генофонда. Но лучшее в мире криохранилище в Норвегии расположено. Но у вас здесь это криохранилище, оно так на глубине там 12 метров, у вас стабильно поддерживаются условия, без затрат энергии, без всего. И с нужной влажностью совсем, которая идеальная для криохранилища. Но это же нужно использовать. Тем более логистика современная, она позволяет откуда угодно, чего угодно привезти сюда. Поэтому то, что вы уже в течение последних лет ставите задачу, чтобы здесь сделать главное криохранилище для сохранения вот такого генетического материала растительного, но это очевидно, что нужно делать. Вот это ваше преимущество, конечно, его нужно использовать, и в конце концов все-таки головы дозреют, принимающих такие решения, чтобы это сделать здесь. Следующий вопрос – это вопрос, связанный с эксплуатацией материалов в сложных условиях. Тоже речь идет прежде всего об отрицательных температурах. Очень интересную лабораторию смотрели в университете.
Вот различные инструменты, машины, которые мы закупаем, у кого-то в России, у кого-то в Японии. Ну, они обычно же не рассчитаны на эксплуатацию при минус там, 60 градусов, а приходится здесь. И какие-то компоненты вылетают. Вылетают, значит, нужно действительно изучить, а чем это можно заменить, какие должны быть новые материалы. Мы посмотрели лабораторию, где у вас делаются новые композитные материалы. Это комбинации пластика для создания такой некой матрицы, и наполнитель — это различные оксиды металлов. Это То в есть такой... Арктическом инновационном центре Да, университетском да, было, да, да? да, да, да. То есть это некий новый такой материал, который, ну, не просто вот кто-то придумал или случайно угадал. Для того, чтобы создать такой материал, нужно детально исследовать, начиная с теории, вообще говоря, а как вот в таких вот условиях низких температур и при нагрузках, это же не просто низкие температуры, это еще и серьезные механические нагрузки, комбинация, как ведут себя те или иные материалы. И найти те материалы, которые нужны для того, чтобы заменить, во-первых, то, что плохо используется в традиционных материалах при низких температурах в условиях нагрузок, а может быть предложить вообще свои новые такие вот и конструктивные особенности всех этих машин. И опять здесь вот этот вот холод, в том смысле не то, что вот у вас в лаборатории есть какие-то холодильники, где температура ниже, чем вокруг, а просто все же надо тестировать. Да? В холодильнике ты не протестируешь. Ты должен вытащить на улицу и заставить работать месяцы, годы в типичных условиях. И это настоящие условия эксплуатации. Вот в этом вот смысле тоже ваш холод является вашим достоянием. То есть можно говорить, если в первом случае мы говорим о кладовой, бесконечно разнообразной, богатой, полезных ископаемых, то во втором случае мы говорим, давайте просто скажем о том, что вы Арктика. Арктика, вечная мерзлота, условия существования, эксплуатации техники в таких вот экстремальных состояниях. Ну, можно говорить, а может быть, нам вообще не надо эксплуатировать технику. Но извините меня, сила Сибири, она сейчас на силе Сибири, не исключено, что мы знаем проблемы наши геополитические с этими Северным потоком 2 и так далее. Не исключено, что сила Сибири будет, ну, так сказать, основным нашим каналом поставки углеводородов и приходом как бы валюты в страну. Но она же идет по территории Якутии, где и условия эксплуатации сложные, и, во-вторых, опять по поводу ваших богатств, это вечная мерзлота. Потому что вечная мерзлота — это может быть как хорошо, так и плохо. Извините, у вас на вечной мерзлоте, вот все, что здесь стоит, оно с вами держится в вечной мерзлоте. То есть вечная мерзлота, которой нет в других местах, это условия устойчивого существования наших с вами зданий и строений здесь, а также технических объектов, всех этих там газа, нефтепроводов и много всего другого. Для того, чтобы это продолжать эксплуатировать, мы с вами должны хорошо разобраться в трендах, в том, как наша эта замечательная вечная мерзлота себя чувствует. С потеплением климата мы констатируем, что вечная мерзлота деградирует. И есть опасность того, что извините, вот все это поплывет через какое-то время. Ну, понятно, что это катастрофа. Но мы должны понимать, до какого уровня деградации вечной мерзлоты мы можем иметь допущение, чтобы сохранить вот то, что мы настроили. А может быть наоборот, и это как раз может быть вашей наукой, а как помочь вечной мерзлоте, за которой мы зацепились, несмотря на потепление, по-прежнему быть вот этим грунтом, за который мы держимся. Это очень серьезная задача, причем некоторые страны тоже с ней столкнулись. Очень интересно китайцы. Китайцы строят, и они лидеры в высокоскоростных магистралях железнодорожных. Там 30 тысяч за вот последние лет 15 они построили. 30 тысяч километров высокоскоростных путей. Они лидеры сейчас и по скоростям движения этих поездов. Но они поставили задачу высокоскоростной магистрали в Тибет. Ну, где Тибет, горы и холодно. там вечная мерзлота. Вечная мерзлота, да. Там нужно это чудо современных технологий, высокоскоростную железнодорожную магистраль, закрепить в вечной мерзлоте.
А там те же самые проблемы, извините, потепление, что это может поплыть. И придумываются новые технические решения, как помочь вечной мерзлоте устоять. То есть туда добавляются различные, так сказать, химические препараты и прочее, которые позволяют, ну, как бы вечную мерзлоту законсервировать в условиях потепления. Это ли не наука современная, понимаете? Она тоже есть. И вы тоже хозяева вот этой вот науки. В результате нескольких дискуссий мы даже пришли к концу дня к формуле, что главное для Якутии — это энергия. Если бы здесь было много энергии, то Якутия была бы, ну, понимаете, вообще мировым лидером в хай-теке. Вам не хватает энергии. Мы это прекрасно понимаем. Все, о чем мы с вами говорим, оно здорово завязано на развитии энергоснабжения Якутии. Вот вы на пресс-подходе сказали, что нужно привлекать в науку инвестиции. Это вот как раз про энергию, да? Любое, что бы мы с вами не делали, да, здесь, оно требует энергии. Если мы говорим о других регионах, которые, ну, может быть, более компактно устроены, есть другие источники энергии, там угольная или там углеводородная энергетика и гидроэнергетика, то здесь ситуация с северной частью, я говорю о северной части, северной частью очень, очень сложная, потому что вот Попегайское месторождение, да, или Тамтор, или чего-то еще, ну, была бы энергия под руками, да прибежали бы инвесторы, тут же началось освоение, энергии нет. Поэтому все это завязано на то, каким образом доставить сюда необходимое количество энергии. Но ее же по зимнику дизелем не завезешь столько, сколько надо. А если завезешь, там тор будет таким дорогим, что скажешь, нет, давайте подождем. И здесь тоже вопрос к ученым, что вот, товарищи ученые, давайте что-нибудь придумаем, давайте что-нибудь придумаем, чтобы снабдить Якутию относительно дешевой. Я не говорю насчет Японии, мы сейчас тоже поговорим, потому что это как раз вопросы тоже вопросы возобновляемой такой вот энергетики, новой. Конечно, можно говорить о том, да, в общем, ну что тут придумать, что-то возобновляемое, хотя, как это ни странно, Южная Якутия, например, прекрасное место для того, чтобы получать и использовать солнечную энергию. Там большое число солнечных дней в году. Здесь что делать на севере? Конечно, Россия — это такая атомная, так сказать, держава, да? Поэтому первое, что приходит в голову, все-таки это атомная энергетика. ПАТЭС, станция плавучая, которая в Пивек перевезена. Планы, что действительно и у вас здесь можно будет поставить тоже плавучую атомную станцию, которую можно было поставить где-то в устье Анабара, то вот это освоение северо-западных богатств, оно, конечно, бы пошло достаточно быстро. Да, атомная энергетика здесь, конечно, может помочь. И также вы говорили про традиционную и возобновляемую энергетику. Традиционное это угли. Традиционное это угли. Хотя, безусловно, у вас и на шельфе там должны быть, и есть какие-то запасы традиционных углеводородов, нефть и газ, но у вас много и углей, причем углей таких, которые могут, это не коксующиеся угли, это у вас огромные запасы на юге, но это про другое. Если речь идет просто о севере, есть действительно, и нужно это разведывать, но есть и возобновляемая такая вот энергетика, и Тикси, да, сильные ветра, и это залог того, что можно ставить ветряки. Но опять чрезвычайно низкие температуры. Чрезвычайно низкие температуры — это значит, что те технологии традиционные, которые есть в мире, и заполонили там Европу и Соединенные Штаты, там же очень большое количество энергии уже получается из ветра, они здесь просто так неприменимы. И ну вот так получилось, что в результате взаимодействия и сотрудничества одна из японских компаний сделала специальные низкотемпературные такие ветряки и поставила их в Тикси. И они заработали, они работают уже, по-моему, года полтора. Да. И вроде бы есть результат. То есть действительно, ну, результат в том смысле, что они дают энергию. Но, как всегда, когда мы говорим о ветряках, надо
понимать, что вот и солнечная, и ветровая энергия, они, ну, грубо говоря, под наши циклы жизни не очень подстраиваются. Да. Ветер дует, производится, скажем, много энергии, а это такое время дня или такое время года, когда этой энергии не надо много. Значит, энергию надо аккумулировать. Вот этот вопрос аккумуляции энергии сейчас абсолютно вошел в плоскость развития водородной энергетики. То есть сейчас считается абсолютно, что лучше всего, если у тебя есть такая зряшная энергия, которую тебе некуда девать, производи водород. И особенно сейчас вот эта климатическая повестка, декарбонизация промышленности, экономики, то, что называют Zero Carbon Future, то, что к 50 году вообще мы откажемся от углеводородной, чтобы не было загрязнения атмосферы, это как раз в значительной степени умение правильно работать с водородом. Коллеги здесь тоже в Якутии ставят вопрос, а может быть действительно нам посмотреть вот на эти ветряки не только с точки зрения того, что мы можем действительно приличное количество энергии вбросить здесь в игру, в разработку там, полезных ископаемых, в то, чтобы улучшить условия жизни и так далее, а современно посмотреть комплексно на то, что здесь еще существенно, не просто там как вишенка на торте, а вот еще что мы умеем делать, а действительно в значительной, в промышленной степени можно будет производить водород. Вот современные технологии позволяют сейчас очень уверенно хранить водород в сжатом состоянии, и технологии не сложнее сжижения вот СПГ, то, что производит на СПГ, а там, как мы видим, сейчас это завоевывает весь мир, что не надо строить трубопровод, по которому вы газ, который вы добыли, или водород, который вы произвели, надо куда-то транспортировать в Японию. А сжижение на платформу, Северный морской путь, и привезли куда надо. Вот это сейчас, если это выгодно для СПГ на Ямале транспортировать в Японию, то транспортировка водорода, который удельно внутри себя обладает большей, так скажем, теплотворной способностью. Давайте говорить о водороде. Давайте мы, кроме того, будем говорить о том, что даже если это не покорит наш мир, здешний, якутский, вот эта ветровая энергия, но создание новых технологий эксплуатации ветровых станций в сложных условиях, это абсолютно уверен, что это очень интересный экспортный продукт. Первый академик сибирского отделения РАН, да, выходец из народа Саха Владимир Петрович Ларионов, он вот внес конкретно свой вклад в российскую науку по методу сварки при низких температурах. Но это тоже задачка-то ставилась из природных ваших условий, низких температур. И про ветряки-то мы говорим, задачка ставится из низких температур. Но мы, приспосабливая все это к низким температурам, мы развиваем, мы предлагаем новые технологии, которые могут быть нужными не только здесь. Вот в этом смысле, конечно, мы опираемся именно на то, что здесь есть уникальные условия, уникальные природные условия, которых нет больше нигде, изучая которые и применяя которые, мы даем тот продукт интеллектуальный, которого нет у других. Вот у нас с вами, как у россиян, совершенно точно, а может быть у вас даже больше, потому что у вас как бы пространства здесь больше, но у нас ведь с вами покорение пространства — это национальная идея. Понимаете, вот если говорить, а что вот у нас такого, которое отличает нас там, от европейцев, еще какого-то, у нас просто большие пространства. И всегда мы думали о таком вот, о покорении. Да. Вообще в покорении пространства уже есть тоже само по себе научное, даже в плане географии. Но вот есть неизведанное пространство, приехать, нарисовать карту. Разве это не наука? Конечно, наука. Оценить, так сказать, потенциал рек, которые здесь есть, там, лесов, полезных, это тоже большая наука. Но, наверное, это покорение пространств, но с чем у нас пока дело обстоит не очень хорошо, это освоение. Вот мы покоряем пространство, покорим, у нас сейчас одна седьмая часть суши в нашем с вами распоряжении, а осваиваем мы их не больно хорошо. Мы как бы откладываем на будущее, пусть это кладовая, там. Вот это вот освоение, фактически, это вот то, о чем вы совершенно точно говорите. Мы опираемся
на богатство наших пространств и богатство наших климатических условий. Холод, мы говорили, одно из богатств Якутии. Но дальше, осваивая их интеллектуально-технологически, мы как раз и продвигаемся вперед посредством того, что мы действительно освоили, не просто покорили, а освоили. И вот освоение пространства вот в таком вот смысле, это и полезные ископаемые, и энергия, и холод, и космофизика. Это как раз освоение покоренного нами. Вот я бы даже сказал, что будущее научно-технологическое Якутии заключается в том, что мы с вами будем эффективно осваивать вот эти пространства с точки зрения тех уникальных возможностей, которые нам дала природа здесь. И здесь не надо стесняться того, что, ну, подумаешь, полезные ископаемые, всегда они были. Да не всегда они были. Понимаете, если мы с вами освоим, вы с нашей помощью, попегайское месторождение, слушайте, это будет настолько наукоинтересно и наукоемко, единственное месторождение. Единственное. И если мы еще с помощью этого, с помощью наших знаний, с помощью наших современных технологий введем это именно как в такое уже экономическое достояние страны, я думаю, что это будет вот одним из замечательнейших примеров того, что мы с вами именно освоили. Не просто пришли, зафиксировали, вот полно здесь алмазов, а именно пустили это дело. Вот вы заговорили о национальной идее геостратегии. Вот между покорением и освоением есть еще удержание. То есть вот если говорить о народе Саха, то мы веками небольшим количеством людей, да, удерживали эту территорию для России. Чрезвычайно важно, когда вы говорите, что вот удержание, все-таки удерживать можно все-таки в условиях, когда численность, так сказать, народа, который удерживает, она достаточна. И очень отрадно было услышать, что вы являетесь редким, может быть, даже редчайшим регионом страны за Уралом, в котором численность населения растет. Она у вас растет. У вас и коэффициент рождаемости на женщину существенно выше, чем в стране. Выше, чем в стране, и вы уже вот этот KPI, который мы там к какому-то 30-му году должны, по-моему, 1,67 мы коэффициент рождаемости для рождения на женщину. А у вас уже здесь, по-моему, больше двойки сейчас. Вот, то есть, во-первых, у вас и рождаемость выше, и, во-вторых, вы из-за высокого уровня доходов, 240 миллиардов, извините, на 950 тысяч населения, это у вас в расчете на голову бюджет больше, чем в Москве на одного человека. И это привлекает к вам народ. У вас же чистая иммиграция, то есть это в приток рабочей силы сюда. И это отрадно. Вы магнит, который приманивает людей. И это, кстати, вот в плане вот этого вот удержания, о котором вы говорите, это очень здорово. Потому что если бы территория скудела численностью, о каком удержании можно? И это мне вчера, кстати, вот эти цифры, конечно, очень понравились. Очень понравились. И понравились и пониманием того, что должна быть современная такая демографическая политика, чтобы так случилось. И здесь много всего у вас завязано. Опять можно возвращаться и к сохранению действительно языков, к сохранению культурных традиций, к вашему замечательному празднику, на который я обязательно приеду, который, как раз, может быть, апофеоз того, что, да, условия жизненные непростые, даже тяжелые, но, тем не менее, народ собирается, народу становится все больше и больше. Правильно выстроенная демографическая политика, которая, конечно, связана с социальной политикой, это тоже такая визитная карточка Якутии. И то, что я вчера услышал, с какой заботой вы здесь относитесь к сохранению языков малых, малочисленных народов, потому что
Ведь и венки, чукчи, там прочее, это ваши малые народы. Это очень правильно. Очень коротко. В свое время стимул для развития Якутии, вообще развитие Якутии в советское время заложила именно научная, комплексная научная экспедиция. Мы говорим об экспедиции 25 года. Тогда что получилось? Тогда действительно посыл был от вас. Это председатель Совнархоза Амосов Максим Кирович, именем его университет назван. Это он такую задачу поставил. Он поставил задачу, что нужно научно осваивать, нужна экспедиция. И его очень хорошо, ученые-то его услышали, сказали, что да, это очень здорово, и нам интересно здесь поисследовать и природу, и вообще говоря, и людей, и посмотреть, как медицина, как помочь развитию в таком социальном плане, как помочь развитию такому технологическому. Гораздо более важно это то, что услышала власть наверху, и была профинансирована вот эта вот экспедиция. По факту мы с вами сейчас имеем следующее. Мы хотели провести вторую экспедицию. Это были еще 90-е годы, нулевые годы. Даже там 3-4 года назад ваш предыдущий руководитель республики, он вышел на руководителя страны, вроде бы были даны поручения, что, конечно, нужно вот эту новую экспедицию делать. Причем эта экспедиция не то, что там варяги приедут сюда, нет, это наоборот поставить задачу так, чтобы вместе ученые из других мест и ваши ученые, потому что у вас потенциал есть хороший, вместе порешали вот эти вот задачи. Ничего не получается. Как доходит, извините меня, до Минфина, до вот этого вот уровня? Нет, денег нет там. И вчера я слышал, что Александр Сергеевич уже сказал, что ему это надоело. Вот республика выделяет деньги, и со стороны ученых он ждет помощи, даже в отсутствии денег, которые даст федерация, что если мы действительно наметим и серьезную такую программу экспедиционную сделаем, не нужны нам федеральные деньги. Республика достаточно богатая и видит, что это ей нужно, она сама профинансирует вот эту экспедицию. И, наверное, вот аналогия такая, что это действительно посыл или там позыв, лучше сказать, от региона, что регион понимает, что это нужно. Наука откликается, готова откликнуться. Это страшно интересно приехать сюда. И единственный, как всегда, наш вопрос инвестиций, вопрос, кто это профинансирует, условия, в общем-то, сложные условия дефицита бюджета и так далее. Но думаю, что республика это в конце концов может даже сделать и сама. Мы с удовольствием, Академии наук тоже нет денег, она не принесет денег, но она принесет мозги, принесет постановку задач, и с огромным удовольствием будем работать здесь по следующей экспедиции. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова, а в гостях у меня сегодня был академик, президент Российской академии наук Александр Сергеев. На этом мы с вами прощаемся. До встречи в эфире.